На стоп-кадре вы видите автобус из Петербурга. За его рулем мигрант из Таджикистана. Он якобы устал за рулем, не справился с управлением по официальной версии и съехал в Неву. Несколько человек захлебнулись на месте. Естественно, это никакое не справился с управлением, не усталость. Это злонамеренное преступление, если угодно, террористический акт по отношению к населению России. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحمی پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان. И это не первый автобус, который давит людей в Россиюшке и уничтожает русский мир, за рулем которого мигрант. Если Крокус Сити Холл был организован русскими спецслужбами для того, чтобы устроить из этого шоу, то подобные автобусы регулярно уничтожают население России, что подтверждает, мигранты реагируют на презрительное отношение к себе. Сейчас начнутся сказки, что он привлекался к административной ответственности, а может действительно привлекался. Все понавешивают вину на эту компанию такси, сотрудником которой он являлся. Здесь дело абсолютно в другом. Здесь дело в том, что мигранты, прикрываясь усталостью за рулем, просто планомерно въезжают в остановки, где полно людей, или вот этот кадр съехал в Неву. В общем, все идет по плану, миграционная политика Путина приносит свои плоды, с чем я и поздравляю Россию. Кстати, случись подобное в Израиле, аналогичное, то есть за рулем автобуса было бы кто-нибудь, и в Иерусалиме бы кого-нибудь задавили, то русские СМИ бы визжали, просто визжали наперебой, что это теракт. Но в этой ситуации не справился с управлением. Честные и искренние, это все про вас, русские журналисты.